В Венгрии растет количество несанкционированных свалок. При этом скорость вывоза мусора в некоторых районах города значительно снизилась. Какие решения приняты по этому вопросу, расскажет Анастасия Литвиненко. Много вопросов возникает к гаражным кооперативам, некоторые из которых используются в качестве складов плодово-овощной продукции. Их отходы оказываются в мусорных контейнерах близлежащих домов, и за вывоз этого мусора платят жильцы. Бывает, что грязно. Возле подъезда, возле домов очень грязно бывает. Если вывозят, то довольны, а если нет, то недовольны. По закону гаражный кооператив и торговцы обязаны заключать договор на вывоз мусора. Часто же возникают ситуации, когда договор носит лишь формальный характер, а сам мусор не вывозится или складируется в лесополосе. Местные органы власти дали 1 неделю председателям отработать вопрос организации вывоза твердых коммунальных отходов. Комиссионно, совместно с Роспотребнадзором, с административной комиссией, специалисты городской администрации, мы выйдем на место, мы проверим каждого и, соответственно, будем принимать решение об административной ответственности каждого из руководителей. Это первая сторона вопроса. Вторая сторона вопроса, это касается тех маленьких магазинов и магазинчиков, ларьков, развалов по летней торговле, которые тоже обязаны заниматься именно этим, а именно заключать договора и осуществлять вывоз этого мусора на полигон. После внесения изменений в законодательство штрафы по статье «Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления» значительно выросли. Остается надеяться, что увеличение размеров штрафов подкрепит и усилит желание граждан ответственно относиться к санитарно-эпидемиологическим требованиям, а количество несанкционированных свалок в районе уменьшится. Анастасия Литвиненко, Захар Головин, Нерюнгри.